О конституционной реформе говорят давно, не счесть лет. Необходимость изменения системы государственного управления обсуждалась представителями самых разных сфер республики, от действующих чиновников до юридического сообщества и общественности. Сегодня, открывая заседание, спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба отметил, что в состав рабочей группы вошли депутаты парламента, известные представители юридического сообщества, судьи, общественные и политические деятели. Комиссия вела работу на протяжении нескольких месяцев. И вот сегодня такая первая презентация работы, проделанной рабочей группой. Я хочу поблагодарить всех членов рабочей группы за проделанную работу. Действительно, была проделана немаленькая работа. Собственно, рабочая группа создана для того, чтобы положить на суд и депутатов, и общественности республики те варианты, которые возможны, и тот вариант, который разработала рабочая группа. Представляя концепцию новой конституционной реформы, член рабочей группы парламента и юрист Олег Папаскири рассказал, что проект фундаментально и качественно изменяет структуру политической власти в республике. В первую очередь изменения связаны с перераспределением полномочий между ветвями власти. В рамках модели и этого проекта президент является главой государства, гарантом строя, но при этом он перестает быть главой исполнительной власти. Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет правительство. То есть в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов на принимаемые решения, на координацию действий и на инструменты влияния и воздействия. Парламент – это 45 человек, 45 депутатов, но в этой концепции, в этой модели парламент качественно меняется, качественно и количественно, как вы поняли. В рамках системы формирования правительства он получает в этой модели реальные, не декоративные, а именно реальные и такие рабочие механизмы по формированию правительства. Концепция, разработанная рабочей группой, значительно меняет и полномочия президента Абхазии. Президент, он формирует Совет Безопасности и его возглавляет. Он предлагает, президент, военную доктрину на утверждение парламенту. Другие функции, я опять же говорю, там, где не повторяются, я буду стараться просто их опускать, чтобы они не отнимали лишнее время. Предлагает концепцию внешней политики на утверждение парламента. Согласно предложенной рабочей группой концепции, парламент Абхазии будет состоять из 45 депутатов. Расширяются и полномочия главного законодательного органа страны. Парламент. Во-первых, важный нюанс в том, что теперь в Конституции закреплен статус спикера. Отдельная есть статья, которая определяет роль и полномочия спикера. Мы вводим парламенту полномочия давать официальное толкование законов. То, что сегодня является пробелом, и то, что вызывает актуальную потребность в тех или иных ситуациях, когда норма права неопределенная и возникают сложности с ее применением. Парламент утверждает государственный бюджет, контролирует его исполнение и принимает отчет об его исполнении. Утверждает концепцию внешней политики по предложению президента, стыкующиеся нормы. Выражает вотум недоверия правительству или отдельным его членам. Осуществляет парламентский контроль. Заслуживает ежегодные отчеты премьер-министра. Принимает решение об отрешении президента от должности в порядке, предусмотренном Конституцией. Премьер-министр же, в свою очередь, согласно проекту конституционного закона, обладает полномочиями по организации работы правительства, может осуществлять контроль за деятельностью центральных и местных органов управления и также обеспечивает подотчетность правительства парламенту Абхазии. Вопросы, касающиеся формирования правительства. То, что вызывает, как правило, наибольший интерес, и то, что часто становится камнем преткновения в тех или иных вопросах. Порядок выглядит следующим образом. После первого заседания нового парламента или отставки предыдущего правительства в течение 14 дней президент предлагает парламенту кандидатуру премьера
состав и структуру правительства, программу деятельности. Парламент либо выражает одобрение такой инициативе простым большинством, и в таком случае правительство сформировано. В случае, если инициатива, кандидаты, то, что было предложено президентом, не находит поддержки в парламенте, то в таком случае эта инициатива переходит к самому парламенту. 1/5 депутатов, точнее не менее 1/5 депутатов, выдвигают по своей инициативе премьер-министра, состав, структуру правительства и программу деятельности. Как отметил Олег Папаскири, проект конституционной реформы объемный и требует детального изучения парламентом. Присутствующие депутаты подчеркнули, что правки в конституционные законы проходят 4 этапа чтения. К тому же, каждое из предложений реформы будет прорабатываться на комитетских заседаниях. Рада Чачава, Торник Амичба, Инала Гухава, Абаза ТВ.